было, очень доступно всем, кто желает. Но с чего вообще стоит начать? С видения того, а какая должна быть моя новая жизнь. То есть просто распишите. Я понимаю, что сейчас, может быть, в нашем современном мире не очень-то всем нравится письмо, но для нашего мозга это по-прежнему важно, ничего не изменилось, это по-прежнему фиксируется лучше, чем просто на слуху, да. И поэтому распишите, возьмите бумагу, ручку, блокнот, что угодно там, да, и напишите, а какая она моя новая жизнь, вот что бы я в ней хотел. Кстати говоря, очень хорошо бы написать, какой я в этой жизни новой. И не думайте, что это все фигня, не думайте, что это невозможно. Такого слова нет. Уберите слово «невозможно» из вашей жизни. Уберите. Вот не существует этого слова. Все возможно. Люди когда-то думали, что летать на небе тоже невозможно. Сейчас самолеты самый классный, самый доступный, самый безопасный вид транспорта — самолеты, да? И все возможно, если вы будете реально в это верить, да? Значит, распишите, какой я человек. Вот в этой новой жизни я какой. Я уверен, я сильный, или, может быть, я, наоборот, хочу быть послабее, да, может быть, я устал быть сильным, я хочу быть слабой, хочу быть такой вот, не знаю, мягкой, доброй, к примеру, да, это все к примеру. Просто распишите, какой вы хотите быть там в этой новой жизни. Распишите, где вы хотите жить, какая должна быть ваша квартира, а может быть, вы хотите дом. Распишите, что вы хотите. Если это дом, то какой? Если квартира, то какая? Не обязательно, конечно, расписывать прям мелкие детали, это очень сильно может утомлять. Напишите то, что важно. Например, мне важно, чтобы у меня были панорамные окна. Вот. Я прям брежу этим, да, мне вот хочется это иметь. У меня нету никакой боязни высоты, никакого там страха, что может что-то случиться, да. Мне просто это нравится, и это единственное, что я могу для себя отметить, если я думаю о чем-то, о новом своем пространстве, да, или о новом доме, или о квартире. Очень это важно. Я хочу это, и все. А все остальное, там, не знаю, какого цвета там будут стены, если мне это не важно, я это не пишу. Пишите вашу сферу деятельности, да, если это работа, то какая. Если нам масштаб не важен. Вам не обязательно хотеть быть бизнес-вумен. Вы можете элементарно хотеть каких-то простых банальных вещей. Например, я хочу получить вот эту должность. Вот не жить, не быть, я хочу быть вот на этом месте. Все, да? Или я вообще не хочу работать, я хочу работать на себя. Вот я хочу открыть, не знаю, свое кафе, например. Может быть, это любой бизнес, да? Кто-то, не знаю, кто-то открыл онлайн-магазин, да, сейчас тоже достаточно очень много и популярно. Кто-то еще что-то, или кто-то, может, ведет какую-то свою личную консультацию, да, личную деятельность ведет, например, да? Неважно, это не важно. Важно, чтобы это было то, что вы хотите. То, что я хочу в своей новой жизни. Мне ничего старого не надо из этой жизни. Я хочу в новой жизни. Я там другой человек, у меня там другие отношения, у меня там другое отношение к моей жизни, у меня там другой дом, у меня там, значит, все другое. У меня все другое там. Каждую сферу жизни вы должны расписать. Это самый первый шаг. И он занимает, если это, наверное, половина нашей работы. Действие – это всегда следствие. Многие говорят, надо что-то делать. Делать-то надо, но это происходит не потому, что можно работать на 3 работах и быть бедным человеком. Да, можно работать на 5 работах, и все равно денег будет не хватать. Потому что действия вторичны. Сначала мы ставим намерение определенное. То есть сначала все равно действия идут от импульса, потому что в голове есть намерение, да, намерение заработать определенную сумму, намерение стать определенным человеком, намерение получить определенную должность, да. Я же не сижу там, знаешь, плюю в потолок, смотрю сериал, такой беру телефон, надо что-то делать, и тыкаю каждую вакансию. Но такого же обычно не происходит, правильно? От того, что надо что-то делать. Это происходит из импульса, потому что у меня есть желание получить эту должность. Все, у меня импульс пошел. И от него идут уже действия, да. Я там откликаюсь, я, может быть, не знаю, пишу мотивационные письма, может быть, я иду сама туда на разведку или еще там что-то делаю, но это действие от того, что есть у меня намерение. Поэтому мы сначала работаем с нашими мыслями, нашими установками, убеждениями, да. Действия важны, но они, как правило, нужны уже, когда мы берем нашу цель, да. И поэтому самое первое, что я делаю на пути к моей новой жизни, я просто пишу о том, какой она должна быть в моем понимании.
И я вот сейчас написала какие-то обычные вещи, которые касаются видения по-простому, так скажем. Нам просто многие люди хотят доступных вещей, да, то есть многие не могут получить даже то, что, кажется, имеет каждый человек, да. Но вам не обязательно в эти рамки укладываться. Не, значит, вы так и пишете, что я хочу иметь, не знаю, как вы, да, а я хочу иметь много денег. Вы так и пишите. Это никто не будет проверять. Вы никому на оценку это не будете отправлять. Этого никто не увидит. Это нужно для вас, для вашего нового видения, вашей новой жизни, да. И не слушайте вы людей, которые там что-то говорят, ничего с ним и не падает, ничего просто так не происходит. Но у них ничего не происходит просто так. Таких историй очень много. Историй успехов очень много. Просто вы даже можете в своей жизни поискать примеры, когда у вас получилось, да, сделать что-то, что вы очень хотели. У вас-то тоже есть этот опыт, просто вы его очень быстро забываете, очень быстро обесцениваете. Всегда нужно учитывать свою каждую мелочь, потому что наш мозг, да, он нас прекрасно слышит, от этого наш внутренний диалог, он формирует наше восприятие, отношение к самому себе. Если вы говорите о себе фигню, то, собственно говоря, как бы вам все, что вы видите вокруг себя в своей жизни, вам это и отражает, да. И, собственно говоря, да, ваше отношение к себе тоже меняется. Не в лучшую сторону, как вы можете заметить, да. Поэтому внутренний диалог, он, конечно, очень важен, да. Но с чего мы начинаем нашу новую жизнь? С того, что мы просто пишем, а какая она моя новая жизнь, да? А вот что в ней? А какой я в ней? А что я в ней хочу получать? Что я хочу испытывать? И, как я уже сказала, вы можете писать и какие-то вещи, которые, как сейчас вам кажется, с вашей точки зрения, невозможны. Пишите их тоже, нам надо написать это все. Даже если вам кажется, что это полный бред. Там, я хочу получить Грэмми. Если вам кажется, что это бред, это не бред. Это не бред. Пишите. Нам сейчас не нужно расписывать, как я это получу, как я этого достигну, где я вообще это возьму и так далее. Наша задача раскачать наше видение того, что жизнь может быть другой, что в ней может быть то, что я хочу, что я, в принципе, могу получить то, что я хочу, да, и попытаться вспомнить какие-то примеры жизни, где вы реально получали то, что вы хотели. Я, кстати, помню, что когда я только переехала в город свой, да, в город-миллионник, я помню, что я проезжала напротив университета и думала, блин, как классно бы в нем учиться. Он такой классный, крутой. И в моем понимании тогда, когда я только приехала в город, я думала, что это один из самых крутых универов в этом городе. И думала, блин, какой он красивый, какой он крутой. Наверное, там классно учиться. И это было очень легко, на самом деле, да, поступить. Очень легко. И поэтому после того, как я закончила техникум, я поступила в этот университет. Я очень часто это вспоминаю, потому что я просто об этом подумала. Я не прилагала усилий никаких, я не делала даже никакую там, знаете, вот карту желаний, чтобы там прикрепить, что я хочу именно там учиться. У меня не было зацикленности. А в тот момент, когда я закончила техникум, я подавала еще в три, кажется, места. Вот. И это было для меня самое удобное, самое доступное на тот момент, и никаких проблем с этим не было. Там было у нас, по-моему, какое-то тестирование, и все. Я очень быстро туда поступила и получила бакалавр, да. И я часто об этом вспоминаю, потому что это было только одно мое намерение. Все, одно мое намерение. Ну, понятно, что прошло несколько лет, потому что когда я переехала, я еще училась в техникуме, и когда я его закончила, только тогда я подумала, что почему бы нет. Но изначально я думала, что это, наверное, невозможно, наверное, это очень сложно, наверное, там нужно очень много денег, чтобы выучиться, или, наверное, там надо, вступительные экзамены очень сложные. Нет, все было достаточно очень просто. Вот такая история. Ну, это такая история вообще просто очень, наверное, банальная, что ли. Ну, может, не банальная, но, наверное, просто рассказывать. Это было не так абсолютно. Сначала все было вот здесь, да, а уже потом вот эти вот действия, как бы как подкрепление и так далее. Поэтому нам важно видение. И на тот момент, когда я об этом подумала, мне казалось, что это невозможно. Я только переехала в этот город, и я долгое время там жила в общежитии, и вообще, без понятия, как это могло так случиться и получиться.
И поэтому, когда... Ну, я вам говорю простую историю. На самом деле есть более безумные истории успеха, более безумные какие-то моменты, когда люди просто так, да, из ниоткуда им приходили какие-то вещи, и вот таких историй много. Если вы просто себе поставите задачу, вы будете везде видеть эти истории, да, и вам все будут говорить, что я даже сам не знаю, как получил эту должность, или да я сам не знаю, как я вообще тут оказался, я сам не знаю, как я в этой поездке получился, да, и так далее. То есть этого много, если вы поставите задачу увидеть это. И обратное тоже верно. Если поставите задачу увидеть, что жизнь – это отстой, вы увидите. Вы увидите, что у всех жизнь отстой, или все говорят какой-то негатив. На то, на чем вы фокусируете свое внимание.